Я узбек, потому что я здесь вырос, кушал, пил узбекскую воду. Я узбек в Бухаре. Это никто меня не заберет, даже если захотят. Потому что они хотят присвоить меня, это не получится. Они говорят, вот... Ты унизил весь таджикский народ. Салам алейкум, дорогие братья-мусульмане. Сегодня многие люди обсуждают одну тему, особенно таджики. А с моей точки зрения все это странно. Почему странно? Потому что ситуация такая, что человеку жалко, а с другой стороны некоторые люди обиделись. То есть как жалко? Я вам сейчас объясню. Мне жалко этому бойцу. Почему мне жалко? Люди вроде считают, что он унизил таджикский народ. А тебе почему его жалко? Да потому что, братья, он не унизил таджикский народ. Он унизил самого себя. Понимаете, да? Кто не понял? А я вам, братья, сейчас объясню, как он унизил не таджикский народ, а самого себя. То есть как ты, братан, унизил самого себя из-за своей некомпетентности, из-за незнания истории. Я не буду сейчас говорить об истории. Если тебе самому интересно, то спрашивай у кого-нибудь, тебе объясняют, то есть где была твоя ошибка. Это первая часть. А вторая, по твоему логику, все мусульмане, не только таджики, болели за Хабиба Нурмагомедова. По твоему логику, что и тогда таджики хотели и Хабиба Нурмагомедова присвоить к себе? Нет, братан. Твоя ошибка заключается в том, что ты считаешь себя каким-нибудь, не знаю, овощем или машиной, не знаю. То есть ты кто или что? Почему люди, весь таджикский народ должен присвоить к себе тебя? Почему? Из-за чего? Ты кто вообще такой? Вот это твоя ошибка. Таджикский народ болеет за тебя. Не из-за того, что ты родился в Таджикистане, не из-за того, что ты чемпион планеты Земли, а из-за того, что ты мусульманин. Понимаешь? Нет? Вот почему мне тебе жалко. Многие люди, когда становятся популярными и когда достигают в каком-нибудь сфере успеха, из-за любви к дунья, из-за звездной болезни, забывают о своем Создателе, забывают об Аллахе. Этот мир, в котором мы живем, это все временно. Нельзя разделять людей по национальности. Нельзя разделять людей по цвету кожи. Понимаешь, нет? Нельзя разделять людей по богатству, по рангу. Людей можно разделять только в одном случае. Есть человек, который верит в Аллаха, а есть человек, который не верит. Все люди, которые мусульмане, они братья. Независимо от того, что таджики, узбеки, кто по нации. Нация тут ни при чем. Вот из-за вот такие разделения в мире существует война. Если бы ты думал головой, если бы ты знал, как появился человек, то ты не сказал бы так никогда. Ты сказал, что я родился и 2 года жил в Таджикистане, а потом вырос в Бухаре. И таджики хотят присвоить меня. Нет, братан, никто присвоить тебя не хочет. Никогда не завышай себя над другими. И помни, что жизнь это волна. Когда ты поднимаешься в гору, ты радуешься, что ты уже близок к вершине горы. Но помни одно, что вот это гора. И после вершины обязательно есть и спуск. Это не важно, как ты смотришь с горы на людей, которые внизу находятся. Да, может тебе кажется, что они такие маленькие, но истина в том, что они не такие маленькие. Это тебе кажется. Временно это тебе кажется. Почему? Потому что сейчас ты на вершине. Важно то, что когда ты спускаешься вниз, а ты обязательно спускаешься, важно, что они как потом обращаются с тобой. При спуске у тебя, возможно, пересохло в горле. Они дадут ли тебе воды? Всегда будьте людьми. Насчет того, что ты унизил таджикский народ, я не согласен. Человек никогда ничего не может унизить. Это сам по себе неправильно, когда мы так говорим, что ты унизил кого-то. Нет, это неправильно. Человек вообще не может унизить кого-либо. Золото и в говне золото, а из говна невозможно слепить золото. Да, человек может унизить только самого себя. Как в этом случае.
И последний, почему мне тебя жал, потому что ты потерял свои таджикские болельщики сегодня из-за своей некомпетентности. Всех любим, братья, всех уважаем, все, кто мусульманин, это наш брат. Сегодня у меня есть друзья из Узбекистана, из Кыргызстана, из Казахстана. И сегодня даже по соседству у меня живут узбеки, которые, то есть по происхождению, по нации узбеки, но живут в Таджикистане, у них таджикский паспорт. И что я не ощущаю, что у них другая нация. Только бывает такое, что они вдруг заговаривают на узбекском, потом я осознаю, что да, это узбеки. А так я не ощущаю разницу. Нельзя было так говорить. Ты можешь спрашивать, а как мне объяснить это? Ты сказал, что по ошибке вместо флага Узбекистана вышла флаг Таджикистана. И что надо было сказать, что поправьте, я не таджик, например, если ты себя не считаешь таджиком, то можно было сказать, что да, я родился и жил 2 года в Таджикистане, а потом переехал в Узбекистан. И я по нации узбек, и если твои родители узбеки, и гражданство у меня узбекские. Надо было так сказать. Не надо было сказать, что таджики хотят присвоить мне, и у них это не получится. Ты что? Ты вообще взрослый человек. Ты думаешь, что ты говоришь? Повторно смотри этот запись, и слушай и думай. Вроде взрослый человек. Будьте здоровы, дорогие друзья. Мы за мир. Мы за дружбу. Все мусульмане, братья. Растили. Обычная семья. Спасибо за вопрос. Обычная семья, мама, папа. Я родился сам в Таджикистане. С 2 лет переехали в Узбекистан. Многие говорят сейчас, уже потому что в гугле, когда вбьете имя, там таджикский флаг. Но я узбек. Я узбек, потому что я здесь вырос, кушал, пил узбекскую воду. Я узбек в Бухаре. Это никто у меня не заберет, даже если захотят. Потому что они хотят присвоить меня, это не получится. Они говорят, вот... Ассалому алейкум, мардами тоджики пажизни тоjdor. Ами суби содиқати я видеора дидам настрою вертушка пари. Я байци Узбекистон муродай номуш уродай я бори дига бинам да бормышава. Ма типа ма узбакима мара тоджико айхи чонка достияна маю вонестам туда-сюда хоҳарио чатмара гапои хедад анализ мекунам. Дар Тоҷикистон таваллуд шидӣ, баъди 2 солагӣ бо замини тоҷик рафтӣ, то ҳозира умр ба сар бурдостӣ. Нуни тоҷик пес параличет кина паданалад. Мо ба хотири бародармиллат бидана дастгирӣ кардем, ки гӯ хӯрдем, пишаймон шидем, гунаҳгор шидем. Бас ай шерои нар, биё хидмонскиёра дастгирӣ мекунем. Ҳами ҳабиби ақшам ҳами задему куфтем, ламбада рақс кардем, раҳмат мо нагуфт. Миза своих. Чайфан, салафан, хит кине, короче, саат 3 шава ма хомна мебара. Чуба фикр кардам, гуфтум агарам видео синомат накунам, ма сагарам мекафум. Фамиди? Чуба гу, амун Махмуд айку, вот этот Махмуд, который говорит то, что якобы таджики его к себе приписывают. Ты 100 лет таджикам не нужен. Мне просто, знаешь, за что обидно? За то, что с какой гордостью ты это сказал. Ты хотел унизить мою нацию, понимаешь? Весь таджикский народ тем, что якобы они тебя приписывают, и они этого не смогут сделать. Почему? Потому что ты являешься узбеком. И я рад, что ты узбек. Знаешь почему? Ты же юбконосец. У тебя фотки гуляют в интернете, где ты вообще без юбки. Понял? Гуляй. Ассаламу алейкум. Хотел бы обратиться к братскому народу с Таджикистана, всем хейтерам, которые пишут всякую ерунду, чушь добавляют на социальные сети. Не нужно воспринимать мои слова так, как вы хотите. Я всегда уважал и буду уважать братский народ Таджикистана. Я сам родился в Таджикистане. У меня очень много братьев, друзей с Таджикистана. В Таджикистане я часто там бываю. С чего это все началось? Вот с этого. Видите, таджикский флаг, мое имя, фамилию. Некоторые люди добавляли в социальные сети и говорили, он таджик. Из-за этого я ответил на поставленный мне вопрос. Но не нужно переворачивать и хайповать на этом. Я всегда уважал и буду уважать братьев таджиков. Мы едины. Узбекистан, Таджикистан,
Казахстан, Туркменистан, Киргизстан, мы едины. Так что не будем ругаться и воспринимать слова мои так, как вы хотите, хейтеры. Удачи, салам алейкум всем.